В рамках визита Джапаров провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран. На сегодняшний день вопрос, какие отношения с российскими властями выстроит Садыр Джапаров, интересен всем. Как отмечают специалисты, несмотря на то, что в последние годы говорилось, что Кыргызстан проводит многовекторную политику, на деле руководство страны больше придерживалось курса, который был предпочтителен Кремлю. То, что сегодня Садыр Нуркодиевич первый визит посвятил именно Российской Федерации, я считаю, что это очень правильно и нужно на сегодняшний момент. И после этого визита я верю, что многие наши вопросы в социально-экономическом направлении, политическом, миграционном особенно направлении, они все будут решаться. Все будет решаться, так как на сегодняшний день у нас в России, я хочу отметить, что нет каких-либо, скажем так, глобальных проблемных вопросов. Есть, да, определенно нерешенные вопросы, которые надо через дипломатические структуры, через вот таких двусторонних встреч между президентами решать. Но я думаю, что это все вполне решаемо. Россия является одним из основных партнеров Кыргызстана как в политическом плане, так и в экономическом. Страна в основном обеспечивает республику стратегическими товарами, такими как газ, ГСМ. Помимо этого, главный партнер в сфере военного сотрудничества. В рамках соглашения ОДКБ в Кыргызстане размещена объединенная российская база, которая является единственным зарубежным военным объектом на территории Кыргызстана. Во-первых, геополитика для России территория Кыргызстана расположилась очень выгодно. Для нас Россия всегда была и будет ключевым партнером по вопросам международной политики, безопасности, экономического и культурного развития. Мы выступаем с единых позиций в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Во-вторых, в России много наших трудовых мигрантов, которые ежегодно переводят многомиллионные финансовые средства. И третья причина – статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах страны. В Кыргызстане русский язык представлен во всех сферах жизнедеятельности. 2020 год был объявлен перекрестным годом между Россией и Кыргызстаном. Однако из-за пандемии коронавируса многие мероприятия в этом направлении не провели или состоялись в режиме онлайн. Церемония закрытия планировалась на 2021 год. Ранее президент Кыргызстана предлагал продлить сроки проведения перекрестного года Кыргызстана и России. Между тем, гражданский активист Махсат Чаки поддержал идею главы государства и отметил, что это будет близость двух государств, и от этого выиграют обе стороны. 2020 год был объявлен перекрестным годом между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Республика было очень много мероприятий в рамках этого перекрестного года определено, но, к сожалению, из-за пандемии не состоялось. И я считаю, что в 2021 году или крайний срок в 2022 году, если пандемия, к сожалению, в этом году также, если будет бушевать, то мы по-любому должны это провести. Потому что это будет близость двух государств, это нас еще больше сблизит, и я думаю, что от этого выиграют все. Стоит отметить, перед поездкой в Россию все члены делегации и президент Садыр Джапаров готовились к предстоящему визиту на самоизоляции. Об этом сообщала пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек. Все члены кыргызской делегации, которые планируют посетить Москву в рамках зарубежного визита президента страны Садыра Джапарова, находятся на самоизоляции. Президент находится в полной изоляции в госрезиденции в Бишкеке. Необходимость соблюдения эпидемиологических норм безопасности перед визитом в Москву является обоюдным решением. Россияне очень серьезно к этому относятся. Отметим, все президенты Кыргызстана начинали международные контакты с совершения своего первого официального визита в Российскую Федерацию. Сооронбай Жээнбеков в 2017 году на встрече с Путиным заявил, что так и должно быть. Исключение – первый президент страны Аскар Акаев, который после избрания главы государства первым делом посетил Турцию. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.